Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Российская стратегическая авиация переехала в Иран на авиабазу «Хамадан». Теперь в путь в Сирию в 2,5 раза короче, а бомбить можно будет в 2 раза чаще и сильнее. Появление новой российской авиабазы может сильно изменить расклад сил во всем регионе. Интернет в Кыргызстане может резко подорожать в 2-3 раза. Соседний Казахстан, через который идет весь кыргызский трафик, без объяснения причин объявил о скором скачке цен. Среди версий – сговор казахстанских провайдеров. Очень много расходов там других, в том числе налоги, в том числе там заработная плата, там какие-то арендные вещи. Украинский инвалид решил во что бы то ни стало увидеть океан. Он отправился в путь со своими друзьями на 3-колесном велосипеде. А вот российские инвалиды-паралимпийцы океан в этом году могут не увидеть. Их не пускают в Бразилию из-за допинга. Я стараюсь об этом не думать. Неожиданные последствия деноминации в Белоруссии. Дети, никогда не видевшие металлических монет, их попросту глотают. Сотни случаев по всей стране грозят перерасти в настоящую эпидемию. В день мы в первые 2 недели имели 9-10 обращений. Россия получила новую авиабазу на Ближнем Востоке. Это авиабаза «Хамадан» в Иране. Там уже размещены несколько стратегических бомбардировщиков российских ВВС. Известие о новой авиабазе стало полной неожиданностью для США, НАТО и стран Ближневосточного региона. Первые сенсационные сообщения о том, что российские самолеты теперь после авиаудара возвращаются не домой, а на иранский аэродром, появились в соцсетях. Блогеры и арабские медиа сообщили, что после последнего удара 6 российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 сели в Иране. Позже Министерство обороны России подтвердило эту информацию и опубликовало новое видео авиаударов, которые наносили российские самолеты, базирующиеся на авиабазе «Хамадан». Как вы видите на этой схеме, путь для стратегической авиации России в Сирию и Ирак сократился почти в 2,5 раза. Раньше бомбардировщикам приходилось лететь больше 2000 километров с российской территории, а теперь расстояние сократилось до 800 километров, что по времени для бомбардировщиков Ту-22 и Ту-160 составляет всего 30-40 минут. Источники в российском военном ведомстве говорят, что интенсивность атак и их мощность может значительно возрасти. Напомним, что стратегический бомбардировщик несет на порядок больше бомб, чем обычный. Мощность авиаудара 6 Ту-22 составляет порядка 70 тонн фугасных бомб. Пользователи социальных сетей, которые первые сообщили об изменении маршрута российских самолетов, обратили внимание, что на видео последней бомбардировки Ту-22 взлетают на фоне одного ландшафта, предположительно с авиабазы в российском городе Буденновск, а приземляются совершенно в других природных условиях, очень похожих на Иран. В самой Сирии продолжается ожесточенное сражение за город Алеппо. Боевики Джабхат ан-Нусра и союзных с ней радикальных группировок не оставляют попыток прорвать блокаду города, несмотря на ужасающие потери в людях и боевой технике. Из района боев на юго-западе Алеппо приходит противоречивая информация. Однако, судя по всему, армия Асада, также несущая тяжелые потери, постепенно берет вверх в этих боях. Вы видите самые свежие кадры, снятые в Алеппо. На них солдаты правительственной армии ведут контрнаступление на прорванном боевиками участке фронта. Основные силы Джабхат ан-Нусры внутри города перешли к обороне. Им так и не удалось за 2 недели пробить безопасный коридор для доставки подкреплений и боеприпасов. Узкая дорога, находящаяся под их контролем, полностью простреливается танками и артиллерией сирийской армии. С внешней стороны кольца отряды джихадистов не оставляют попыток прорваться в город. На подступах боевики ежедневно сосредотачивают десятки единиц боевой техники и пехоту. Но уже через несколько часов правительственная артиллерия и российская авиация почти полностью их уничтожают. Сегодня стало известно, что войскам армии Башара Асада удалось взять под свой контроль значительную часть районов, прилегающих к месту сражения. Армия, как вы видите на этой карте, с севера и с юга постепенно замыкает кольцо нового окружения западней группировки Джабхат ан-Нусры, прорывающей блокаду. Как вы видите на этих кадрах, бои нередко идут в жилых микрорайонах, где на балконах сушится белье. Это означает, что там по-прежнему остаются мирные жители, на которых никто уже попросту не обращает внимания.
Кыргызстане может подорожать интернет. О том, что цены повысятся в 2-3 раза, заявил местным провайдером Казахстан, через который проходит почти весь кыргызский трафик. Никаких объяснений этому скачку цен до последнего момента со стороны Казахстана не прозвучало. А в Кыргызстане предполагают, что вероятнее всего имеет место сговор казахстанских компаний, торгующих трафиком. В Ассоциации операторов связи Кыргызстана даже не исключают, что таким образом Казахстан пытается затормозить развитие интернета в соседней республике. Дибек Бегалиева продолжит тему. Его троллейбус пассажиры узнают издалека. По красным футболкам Кайырбек всегда одет в цвет государственного флага или по надписи Wi-Fi на лобовом стекле. Для студентов и даже горожан постарше бесплатный интернет иногда повод просто прокатиться по городу. Никто не удивляется. Просто спрашивают пароль, а когда выходят, выражают благодарность. Кайырбек рассказывает, что в дороге люди обычно смотрят прогноз погоды или читают новости. Интернету, как оказалось, горожане теперь доверяют чуть ли не больше, чем традиционным медиа. По телевизору они сначала обрабатывают и переделывают, а потом показывают. А в интернете как есть, так и показывают. Теперь для Руслана, да и для всех кыргызстанцев интернет вообще может стать роскошью. Провайдеры Казахстана, через которые интернет транзитом проходит в Кыргызстан, одновременно заявили о том, что хотят в 3 раза поднять стоимость своих услуг. Сообщения об этом уже поступили в офисы местных поставщиков. Цены они пока не подняли, но скорость трафика уже заметно снизилась. Вот об этом предупреждает одна из компаний. В связи со сложившейся ситуацией, связанной со значительным повышением стоимости за трафик по внешнему интернет-каналу от вышестоящего провайдера, в ближайшие несколько дней возможно снижение скорости доступа в сеть интернет. В Ассоциации операторов связи Кыргызстана считают, что их казахстанские коллеги вошли в ценовой сговор. Кто-то даже расценил это как попытку Казахстана оказать давление на развитие интернета в регионе. Однако те, кто давно занимается информационными технологиями, выдвигают и другие версии. Одна из них о возможной монополизации интернет-рынка государственным провайдером Кыргызтелекомом. При этом много вопросов у экспертов и к местным операторам интернет-услуг. Подозрительно, но никто из них пока не бьет тревогу и не объясняет, насколько именно повышают цены казахстанские поставщики. Возможно, потому что в стоимость их услуг просто заложены сверхприбыли. Насколько мне известно, все-таки в расходах наших операторов, интернет-провайдеров, расходы на именно канал, на интернет-канал, на вот транспорт или как он там называется, они представляют не самую большую статью расходов вообще, расходы на канал. То есть у них очень много расходов там других, в том числе налоги, в том числе там заработная плата, там какие-то арендные вещи. В правительстве Кыргызстана сейчас готовят специальное обращение. Жалобу на партнера по экономическому союзу кыргызские чиновники намерены направить в один из профильных органов ЕАЭС. Дибек Бегалиев, Азат Интумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. В горных районах Таджикистана подводят итоги небывалого сезона сели. Из-за разгула стихии летом этого года сотни отдаленных кишлаков оказались отрезанными от внешнего мира. Сейчас селяне подсчитывают убытки и опасаются, что катастрофические сели могут повториться, рассказывает Анушер Арипов. С Большой землей поселок Марзич соединяет вот этот вот мост. Он был построен самими местными жителями, не отвечает никаким стандартам. Вода касается опор моста даже сейчас, в хорошую погоду и при нормальном уровне воды. Весной, когда происходит таяние снегов, мост практически всегда затоплен. Да и летом нередко здесь сходят сели. И в этом году, например, с 10 июня практически по 15 июля более 30 дней местные жители были отрезаны от цивилизации. Сильный селевой поток образовался высоко в горах и, пройдя через весь поселок Марзич, впал в реку, образовав затор ниже по течению. Уровень воды в реке превысил норму на 3 метра. Жители Марзича были уверены, что их мост снесло. Переправлялись на другой берег на единственной на 3 сотни домов лодки, чтобы купить муку, масло и овощи. Когда вода спала, оказалось, что мост пока на месте. Сегодня местные жители просят построить им нормальный мост, который не будет затапливать весной. Сели здесь не редкость, но такой силы поток, как этим летом, они увидели впервые. И теперь, по их словам, это будет происходить регулярно. Геологи объяснили марзичанам, что сель создал русло, через которое каждую весну будет стекать вся вода с ближайших гор.
Мы только хотим сказать, что наш мост находится в аварийном состоянии. Для 300 семей, для автомобилей, особенно грузовых, небезопасно по нему проезжать. Сейчас еще при том, что к осени воды становится меньше, не так страшно. А весной опять вода поднимается, опять то же самое будет. От моста до поселка около 4 километров. Поток воды и грязи сделал ее труднопроходимой. Несмотря на то, что дорогу немного расчистили, проехать по ней до поселка непросто. Около 100 тополей поломал и вырвал селевой поток. Более 15 моих фруктовых деревьев снесло потоком. Там повыше у меня был огород. Примерно 15-20 мешков картошки. Я потерял урожай. Глиной накрыло. Слава богу, скот пасся на возвышенности, и животные, за счет которых мы и живем, не пострадали. Нарзи Забитов из-за селя лишился сада и огорода. Здесь он выращивал абрикосы и картофель, запасы на зиму. Теперь все это придется покупать в других населенных пунктах. И он не знает, хватит ли ему денег. Дом Нарзи не пострадал, но более месяца с женой и детьми мужчина на ночь уходил в горы из-за страха, что все может повториться. Сель, когда пришел, он внизу образовал затор. Мы убегали высоко в горы и там спали. Угроза спадала, мы возвращались в дома. Селевой поток накрыл и гаражи местных жителей. Элмурод Холмуродов лишился сразу 3 автомобилей, принадлежащих его сыновьям. Молодые люди, чтобы купить их, более 10 лет работали в России. Вот эта машина, вот эти 3 гаража мои, самосвальный КАМАЗ, Шевроле Близер и Нива мои. Это мои дети с трудовой миграции привозили. Жителям поселка Марзич после стихийного бедствия власти обещали помочь с возведением моста и расчисткой дороги, но пока результата нет. Селевой поток так напугал некоторых, что они даже просят переселить их в другой поселок, а заниматься этим вряд ли кто-нибудь будет. Так что людям остается только самостоятельно готовиться к следующей весне и надеяться, что никто не пострадает. Анушер Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Украинский инвалид решил во что бы то ни стало увидеть океан. Он отправился в путь со своими друзьями на 3-колесном велосипеде. А вот российские инвалиды-паралимпийцы океан в этом году могут не увидеть. Их не пускают в Бразилию из-за допинга. Я стараюсь об этом не думать. Неожиданные последствия деноминации в Белоруссии. Дети, никогда не видевшие металлических монет, их попросту глотают. Сотни случаев по всей стране грозят перерасти в настоящую эпидемию. В день мы в первые 2 недели имели 9-10 обращений. На востоке Украины обострилась обстановка на линии разграничения между украинской армией и военными формированиями донецких сепаратистов. Огонь по позициям украинских военных открывался 48 раз, в том числе и из запрещенных мирными соглашениями минометов 120-го калибра. Боевики непризнанных ДНР и ЛНР о потерях не сообщают, но утверждают, за ночь были разрушены несколько домов на подконтрольной им территории. Улицы города Марьинка, что недалеко от Донецка, к вечеру пустеют. Обстрелы начинаются с наступлением сумерек. Эксперты высказывают мнение, что последние события в аннексированном Крыму, где по утверждению российских властей были задержаны украинские диверсанты, могут резко обострить обстановку во всем Донецком регионе. Одним из вариантов российского ответа может стать отказ от сдерживания донецких сепаратистов от наступательных действий. Этого не исключают и источники в кремлевской администрации. А вот что думают о возможном возобновлении войны украинские солдаты на линии фронта. Пошли слухи, что мы идем в наступление, они собираются в наступление. Все ждут. Нервы не всех железные. Вот они проверяют нас на нервы. Сейчас участилась работа с их стороны. Снайперская работа. Работает по навесной, разрывными снарядами. У меня такое впечатление, что все это началось, потому что скоро День независимости, а им этот праздник не очень-то нравится. Во что бы то ни стало увидеть океан. Такую цель поставил перед собой 20-летний украинский инвалид Иван Маслюк из города Львов. У него ДЦП, и он лишен возможности ходить. Друзьям Ивана удалось купить в Европе специальный велосипед. Вместе они составили маршрут путешествия. Впереди 5000 километров и 12 стран.
Познакомились мы с Иваном очень странно. Я пришел на местную дискотеку и увидел Ивана. Он опирался на ходули, но пытался двигаться, не обращая внимания на людей, на то, как на него смотрят. Вскоре в клубе путешественников с Иваном познакомился и друг детства Олега, Саша. Эти два заядлых велосипедиста уже успели поколесить, даже до Ирана добрались. Именно там и увидели трехколесный велосипед для спортсменов с ограниченными возможностями. И решили, на таком Иван, невзирая на болезнь, может осуществить свою мечту. Я родился и вырос в очень маленькой деревне, и поэтому есть желание увидеть что-то глобальное, всеохватывающее, масштабное, именно океан. Нужного велосипеда в Украине не нашли. По цепочке через друзей и их друзей отыскали в Германии. Деньги за байк тоже заплатили добрые люди. И вот 2 месяца назад велосипед наконец перевезли в Украину. Это специальная модель с ручным управлением. Чтобы справиться с таким, Ивану пришлось на турнике и брусьях серьезно подкачать мышцы. Уже в Сосновке в местном велоклубе байк подогнали под Ивана и начали тренировки. Маршрут путешественников 5000 километров через 12 стран Европы. Старт во Львове, финиш в Лиссабоне. Могло бы быть и больше, говорят велосипедисты, но нужно учитывать, какими дорогами комфортно будет ехать Ивану. У него и так впереди серьезное испытание – переезд через Альпы. Чтобы его облегчить, даже придумали систему подталкивания своими велосипедами в гору или придерживания на спуске. Всю дорогу друзья планируют вести видеоблог, чтобы рассказать и показать, как могут путешествовать люди с особыми потребностями. Ведь кроме исполнения мечты друга, хотят начать всемирное движение помощи путешественникам с ограниченными физическими возможностями. Люди, у которых есть возможность путешествовать и которые хотят поддержать других, могут, как мы с Иваном путешествуем, найти человека и помочь ему с путешествием. Может, создадим платформу, сайт, через который такие люди смогут связаться. Хотя раньше троица уже и в горы поднималась, и на байдарках каталась, путешествие велосипедами через Европу – серьезный вызов для всех. Но я знаю по себе, что сидеть в одном месте и смотреть на мир в одном ракурсе как-то неинтересно. Ирина Сандуляк, Олег Тыбинга. Настоящее время. Украина. Тем временем российские инвалиды-паралимпийцы могут не попасть на океанское побережье Бразилии на Паралимпийские игры. Напомним, что Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов-инвалидов от Паралимпиады из-за допингового скандала. Паралимпийцы пока продолжают тренироваться. Билеты в Рио у них на руках. Они рассчитывают оспорить свое отстранение в международном арбитраже. Спортивные же чиновники со своими подопечными не встречаются. Репортаж Екатерины Пономаревой. Вообще сегодня по плану тренировка со штангой. Я просто для вида одену. Челябинские легкоатлеты вышли на стадион, чтобы показать. Паралимпийцы готовятся к главному старту сезона по плану. Через неделю сборы в Москве, а там уже и самолет в Рио. Билеты есть. Несмотря на то, что сборную отстранили от игр, о дисквалификации региона узнали из новостей. Начальство в Москве молчит. У экрана телевидения я вообще ждал звонка с Паралимпийского комитета, а потом включил, и ужас, жуть берет. Первым из челябинской сборной о том, что путь в Рио им заказан, узнал легкоатлет Вадим Алешкин. Вадим, так называемый открытый спортсмен, состоит в системе «Адамс». Программа следит за перемещениями атлетов, в любой момент к ним может приехать комиссар. Вадим дважды сдавал допинг-пробы в этом году. Результат отрицательный, и он очень хочет поехать в Рио. У нас самая открытая и чистая страна, если сравнить с США. Я сам в шоке. У меня тоже такие планы у нас с Саней. Мечта такая была. Тренер Анны Сапожниковой за разминкой жалуются. Паралимпиада в Рио должна была стать их первым крупным стартом. Денег в подготовку вложили немало. И девушка, в отличие от тренера, уверена, в Рио поедет, раз спортивное начальство не говорит «нет». Это, наверное, еще больше замотивирует, что мы через столько прошли, и в итоге мы поедем. Участие в Паралимпиаде для российских спортсменов с ограниченными возможностями – это шанс обеспечить себе будущее. Правительство выплачивает премии участникам, и уж тем более победителям. Поэтому за место в сборной идет битва. Говорят, порой похлеще, чем у олимпийцев. Паралимпийцы такие же люди, такие же спортсмены. И конкуренция очень сильная, точно так же, но намного сильнее у них мотивация. Со своими подопечными он ни разу после заявления Паралимпийского комитета не встречался. За ходом дела Андрей Чукунов следит из кабинета на 43-м этаже. Чем меньше мы об этом говорим, спортсменами, с тренерами, тем лучше.
Зачем трепать нервы? Паралимпийская сборная страны по волейболу практически полным составом из Екатеринбурга. У них и тренировки по расписанию, и сборы, и билеты в Рио есть. Я стараюсь об этом не думать, потому что, мне кажется, это лишнее. Уже столько было разговоров про эти там всякие допинги, не допинги, что это на самом деле надоело. Я думаю, что бессмысленно на кого-то возлагать надежды, тоже только сам за себя. Кто виноват? Я думаю, все-таки и отчасти наше правительство. Отчасти, возможно, в этом как-то замешана политика. И не дожидаясь суда по российскому иску в Федеральном суде Лозанны, региональные комитеты решили сами подать апелляции об отстранении от игр. Они надеются, может быть, так западный суд вернет их в большой спорт. Екатерина Пономарева, «Для настоящего времени». После деноминации в Беларуси запустили в обращение металлические монеты, которыми население не пользовалось со времен Советского Союза. Это неожиданным образом отразилось на детях. Никогда не видевшие в своей жизни металлические деньги, маленькие дети и даже школьники их попросту глотают. Местные врачи опасаются, что с началом нового учебного года количество подобных обращений вырастет. Репортаж наших белорусских коллег. Как только мамы и папы получили зарплату в чудных денежках, количество пациентов с монетами увеличилось значительно. И в день мы в первые 2 недели имели 9-10 обращений детей. 5 от 3 до 6 детей госпитализировалось. Им выполнялся наркоз и выполнялось эндоскопическое удаление монет. Везде. Из пищевода, из желудка. Есть поколение целое, воспитанное как раз без монет. Естественно, мы предположили то, что количество детей с народными телами, то есть монетами, у нас увеличится значительно. Кроме того, что мы готовили сами, мы еще и приобретали дополнительные инструменты, которые необходимы для удаления народных тел. Вот всякие редкости, всякие ценности. То есть раньше это все было экзотика. Украинские денежки, вот редкость. Азербайджанские даже деньги есть вот какие-то. Вот монета какая-то, говорят, это из Арабских Эмиратов. Франк французский. 60 какого-то там даже года. То есть, типа, наверное, может даже представлять какую-то нумизматическую ценность. Ну, вот этот ребенок был привезен из института ортопедии, травматологии и ортопедии. Денежка была оставлена родителями ему там на буфет. Но он решил, что самое лучшее, самое надежное место сохранения – это внутри. Из тройки самых опасных предметов мы говорим о том, что первое всего по степени воздействия на организм инвалидизации – это батарейки, плоские батарейки. Второе – магниты и острые предметы. И только третье – это монеты. В отделение мы попали с батарейкой. Батарейка такая, как таблеточка кругленькая. Вот. Обнаружила я это благодаря тому, что сын стал причмокивать. Одну я вытянула со рта, вторую я нашла на полу, а третью я найти не могла. Нас забрали, привезли сюда, и мы сделали рентген, и показали, да, что батарейка внутри, она уже находилась в желудке. Потом ребенка забрали, сделали зонд, достали эту батарейку. Хоть и время прошло достаточно маленькое количество, но все равно на желудочке образовались эрозиоподобные такие пятнышки. Мы опасаемся, что с началом учебного года, возможно, будет новая волна. Сейчас мы имеем спад благодаря вашей и нашей совместной работе, а так родители пойдут на работу и отправят детей в школу. Естественно, у них будет какая-то мелочь для приобретения жвачек, чипсов и так далее. Естественно, мы говорим о том, что у этой группы детей, скорее всего, младших школьников, количество обращений опять возрастет. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.